Емко и по делу в эфире «Важный вопрос» в студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. Североостинский госуниверситет выиграл всероссийский конкурс молодежных проектов и получил грант на 10,5 миллионов рублей. Интеллектуальный фестиваль «Студенческий Brain Battle», школа студенческого актива, медиацентр СУГУ 2.0 и молодежный выезд «Сибирь рядом» попали в список победителей. Более чем 300 вузов подали заявки на конкурс. Это было около 2000 проектов, среди которых победило всего 312. О значимости подобной формы поддержки молодежи и развития вузов поговорим прямо сейчас. В студии «Важного вопроса» проректор СУГУ по воспитательной работе и социальной политике Батрас Гудиев. Здравствуйте, Батрас. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Ну что ж, поздравляем вас с такой существенной победой. Это серьезные суммы, я думаю, серьезное подспорье для вуза. Расскажите, пожалуйста, о самом конкурсе, об участии, как подавали заявки, кто принимал участие. Спасибо. Спасибо за поздравления. Да, на протяжении уже 3 лет мы систематически выигрываем в данном конкурсе. И радует, что сумма, которую мы выигрываем, растет с каждым годом. То есть в первом году мы выиграли 3,5 миллиона, в прошлом году 10 миллионов 100 тысяч. И в этом незначительно, но показатели улучшили 10,5 миллионов. Проекты готовились, в принципе, наверное, не обману, если скажу, то, что силами, в принципе, всего университета, в частности, огромную роль сыграл отдел молодежной политики, физической культуры и спорта нашего университета и управление воспитательной работы. Также большой вклад внесли студенты, студенческое самоуправление. Естественно, мы учитывали их мнение. Ну и так получилось, выиграли. Может быть, за счет того, что на протяжении 3 лет какие-то совершали ошибки, и на них получалось учиться. Ага, я думала, вы скажете, что на протяжении 3 лет эффективно реализовывали предыдущие проекты. Ну, это естественно. Отчетность наших мероприятий показывает. В частности, даже то мероприятие, которое в этом году победило, это студенческий медиацентр 2.0. Почему 2.0? Потому что в прошлом году, благодаря именно выигранному гранту у Росмолодежи, у нас получилось создать данный медиацентр. И на мой взгляд, они показывают уже хорошие результаты. В принципе, состав данного медиацентра вырос. Больше 30 человек, 30 студентов. И это без учета студентов факультета журналистики, которые, естественно, проявляют интерес к данному направлению. Это студенты других факультетов. Они задействованы в работе данного центра. И благодаря этому мы увидели то, что не зря в прошлом году написали и создали данное студенческое сообщество. И в этом году хотим провести еще один образовательный форум. Ну и, естественно, чуть-чуть докупить оборудование, на которое в прошлом году не хватило денег. И хотелось бы, чтобы вы рассказали и о других направлениях, о других проектах, которые выиграли. Почему именно на этом вы сделали акцент, чтобы получить грантовую поддержку именно на эти направления? Ну, естественно, выбирая направления, в которых мы принимали участие, мы советовались со студенческим самоуправлением и всегда стараемся понять, что наиболее важно сегодня для студентов. Вот, исходя из такого анализа, который был проведен управлением, поняли, что именно эти 4 направления, то есть, естественно, умственное развитие, да, там мы написали проект под названием «Студенческий Brain Battle», в рамках которого планируем, что порядка 300 студентов будут принимать участие, и мы выявим самую умную студенческую команду. Следующее направление, я уже сказал, это студенческий медиацентр. Мы хотели бы чуть-чуть сделать такой новый виток развития и сделать акцент на немного других направлениях, не те, которые в прошлый раз мы уже обучали. И третье мероприятие, это мероприятие называется «Сибирь рядом». Мы бы хотели, чтобы, несмотря на то расстояние, которое находится между Североостинским госуниверситетом и Сибирским федеральным округом, наши студенты полетели и увидели культуру, достопримечательности Сибирского федерального округа, познакомились со своими ровесниками, сверстниками в иркутских университетах, пообщались и получили такой небольшой
обмен опытом студенческого самоуправления. И четвертое мероприятие – это школа студенческого актива. Это то мероприятие, в рамках которого мы планируем найти, скажем так, новую кровь, новых лидеров общественного мнения среди студентов. И чтобы те активисты, которые сегодня заново пришли в вуз и начинают какую-то активную студенческую жизнь, чтобы они чуть-чуть научились, как правильно выстраивать студенческое самоуправление. Те проекты, которые вы назвали, они имеют разные направления, там досуг, интеллектуальное развитие, там развитие какой-то социальной активности, гражданской позиции и так далее. Хотелось бы, чтобы вы более подробно остановились. Вот, скажем, вы сказали об интеллектуальном брейн-баттле. Что собой будет представлять этот проект? И подобные проекты уже реализовывались в СОГУ до этого? До этого подобные проекты, не могу сказать, что реализовывались. Больше бы, наверное, сказал, что мы всегда ставили такое перед собой одним из основных направлений – это интеллектуальное развитие студентов. И совместно с клубом «Альбус» очень часто проводили чемпионаты по брейрингу, по «Что, где, когда». В этот раз формат чуть-чуть меняется. Это будет больше такой интеллектуальная викторина, которая сегодня популярна среди молодежи. И надеюсь, что вот смена формата принесет каких-то новых эмоций нашим студентам. В таких мероприятиях университет сам принимал участие. Это мозгобойня, которая очень активно развивается в нашей республике. Хорошо нам знакомая, да? Да, я сам принимал участие, очень заинтересовался. В принципе, формат будет похож вместе с мозгобойней. То есть такой досуг плюс интеллектуальное развитие. Да, если говорить о школе актива, вы готовите новых лидеров. Каким образом вы их готовите? Что происходит в рамках школы актива? Я надеюсь, что я не открою ни для кого секрет, что в последнее время мы видим, что немного у нас идет спад активности именно молодежи, студенческой молодежи в общественно-политической, в общественной жизни республики. И, на мой взгляд, субъективный, мне кажется, что именно вот в определенный момент истории нашей республики и, в принципе, наверное, страны в целом, вот этот процесс подготовки новых лидеров, он как-то остановился, что-то сломалось в системе. Вот хотелось бы немного это восстановить. И, честно говоря, школа студенческого актива, она не нова для нашего университета. Мы ее проводим ежегодно силами студенческой профсоюзной организации, силами студенческого самоуправления. Просто ввиду того, что новые вызовы времени поставили перед нами проблему отсутствия финансовых средств, нам пришлось, искать финансирование на стороне и собственными силами находить возможность проведения тех мероприятий, которые считаем важными. Вот, кстати, хотела я этот вопрос задать по поводу того, как соотносится между собой бюджет вуза и грантовая поддержка, которую получает вуз. То есть какие-то статьи закладываются в бюджет, а какие-то рассчитываются, что можно получить грант на это. Как это работает? Да, именно так. То есть в конце календарного года мы всегда готовим план мероприятий и план воспитательной работы на следующий год. И закладываются основные мероприятия, которые являются наиболее важными. Параллельно прописывается ряд мероприятий, которые мы планируем провести при получении гранта. Грубо говоря, получили грант, провели, не получили, сделали работу над ошибками и ждем следующего года, может быть. Либо ищем финансирование с точки зрения спонсорской помощи. Вот хотела, как раз узнать, какие еще есть возможности в плане спонсорской помощи, тоже есть ли, оказывается ли какое-то содействие вузу? Естественно, содействие вузу оказывается благодаря выпускникам нашего вуза. И я думаю, что Всероссийский госуниверситет по праву гордится своими выпускниками. Есть очень много достойных представителей такого сообщества выпускников вуза, которые постоянно оказывают нам помощь. И благодаря данным выпускникам у нас и инфраструктура где-то растет. Поэтому, я думаю, нам грех жаловаться на это. Скажите, как вам кажется, почему проекты эти выиграли? То есть по каким критериям они оценивались, на ваш взгляд? Почему проекты одобрили? В проектной деятельности очень важно, как ты напишешь сам проект. Я столько лет потратил
в молодежной политике. И я знаю, что есть идеи, они могут быть супер-мега интересными идеями, но если ты ее неправильно написал и не развернул всю свою мысль, то, грубо говоря, за 1000 километров от тебя сидит эксперт, который не поймет, что ты имел в виду. Поэтому залог успеха, наверное, в проектной деятельности в первую очередь это правильное ее написание, развернуть мысль, актуальность проекта и проблематику проекта. И когда на той стороне такого звонка, скажем так, эксперт понял суть проекта, то мало шансов, что этот проект получит маленький балл. Ну и в особенности эксперты тоже оценивают, наверное, эффективность работы в прошлом, эффективность реализации предыдущих каких-то проектов. Однозначно, и я думаю, любой человек в жизни будет, принимая какое-то решение, оценивать опыт прошлых лет. И в этом плане вузы нашей республики, я точно знаю, на федеральном уровне получили такой залог в виде багажа мероприятий, которые в прошлые года мы проводили, и очень хорошо к нам относятся на федеральном уровне. Сейчас стартует форумная кампания Росмолодежи, и студенты могут, то есть в индивидуальном порядке участвовать в грантовых различных конкурсах. Как-то организовывает ли вуз их работу, или студенты, ну, каждый сам по себе, скажем так, себя дисциплинирует? Ну, если я скажу, что 100% студентов ведет данную работу при согласовании с вузом, я обману, потому что всегда находятся такие индивидуальные случаи, когда студент проявил сам желание, никому об этом не сказал, написал проект и выиграл. И есть ряд примеров именно среди наших студентов, которые систематически выигрывают, и у них вот прям, скажем так, дар написания проектов и проведения таких общественно значимых мероприятий, социально значимых. Но в основном, естественно, силами нашего университета проводятся и мастер-классы, и семинары по написанию проектов. И, в принципе, студенты знают, что по необходимости они могут обратиться в управление воспитательной работы и молодежной политики. И у нас есть люди, которые обязательно помогут в написании проекта. Естественно, с точки зрения информации мы всегда уведомляем студента о том, что стартует такой проект, стартует другой проект. И стараемся поднять активность, чтобы именно вырос интерес к данным мероприятиям. Вообще, Росмолодежь на сегодняшний день это, наверное, основная площадка для самореализации молодежи. Она дает возможность все это сделать. Главное не лениться, просто, как сказать, работать над собой. Наверное, это самое сложное. Самое сложное, самое главное, да, я согласна с вами. Это действительно площадка, которая дает большие возможности, знаем это на личном опыте. Хотелось, чтобы вы пояснили по поводу вот этой возможности грантовой поддержки и как для вуза, так и для студентов в частности. Вот, что это дает? Да, самореализация, то есть возможность заявить о себе, возможность свои силы как-то почувствовать, понять, что твои идеи кому-то интересны и, может, даже и полезны. Если честно, постоянно встречаясь со студентами, мы говорим, что если студент нашего вуза выигрывает грант, Северо-Осетинский госуниверситет за это не получает никаких, скажем так, баллов в отчетности перед министерством или там. А студент получает от вуза? Но нам бывает очень приятно, когда наши студенты добиваются своих целей. И мы всегда призываем, если есть идея и нет возможности, придите, мы с вами поговорим. Если реально эта идея будет стоящая для остальных студентов, для общества, мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь данную идею. И вы знаете, реально появляются студенты, которые приходят со своими идеями и с определенной там, спустя определенное количество времени у нас получается эту идею воплотить в жизнь. На сегодняшний день очень хороший, мы объявили об этом студентам, проект у Росмолодежи «Твой ход» называется. В рамках данного проекта студент может получить 1 000 000 рублей на дальнейшее обучение, потратить его на там, материально-техническую базу приобретения, которая ему необходима для хорошего обучения. Но здесь еще может быть плюс для вуза, потому что суперпобедители получат помимо этого 1 000 000 еще 2,5 миллиона рублей, которые они могут потратить на развитие факультета и вуза. Вот здесь уже как бы Росмолодежь создает такой
заинтересованность и вуза, и студента. Поэтому вот на сегодняшний день основное мероприятие, которое мы так бросили свой взор, это именно твой ход. Ну, образование — это, конечно, на первом месте всегда, то есть знание, научить чему-то — это первостепенная задача вуза. Но вот вы, как проректор по воспитательной работе, хотелось бы, чтобы рассказали и об этом направлении деятельности вуза. Ну, образование, естественно, в Всероссийском госуниверситете – это основное направление, и поэтому ректор Алан Урузмагович нам всегда говорит: все мероприятия после пар, после занятий. Мы не должны мешать образовательному процессу, но мы понимаем, что социальная политика не менее важна, потому что качественный образовательный процесс зависит от уровня воспитания того или иного студента. И вот на сегодняшний день, наверное, у нас получилось создать такой тандем с учебной частью, и все наши мероприятия мы проводим согласованно. Но, естественно, очень часто у нас возникают споры, когда я становлюсь на стороне каких-то общественных мероприятий, и у меня получается небольшой спор, но в спорах рождается истина, и мы приходим к чему-то общему. Проводится очень много мероприятий, за что большое спасибо, в принципе, и всем остальным моим коллегам, потому что нельзя говорить, что управление по воспитательной работе провело мероприятие. Нет, этого мероприятия бы не было, если бы экономический блок не отработал финансирование, если бы учебная часть не поддержала нас с точки зрения каких-то аудиторий и всего остального. Все работают в тандеме, и наша основная задача, чтобы из стен вуза вышел квалифицированный специалист, но при этом очень важно, чтобы он был воспитанным. Угу. Ну и если говорить о социальной составляющей учебного процесса, то есть поддержка студентов и так далее, вот об этом тоже хотелось бы, чтобы вы рассказали. Социальная составляющая немаловажна, и хотелось бы сказать, что, боюсь запутаться в цифрах, но за прошлый год мы оказали материальную поддержку студентам общим объемом финансирования 21 миллион. Каждый студент знает, что в течение 2 месяцев, раз в 2 месяца проходит комиссия по материальной помощи. И любой студент, который оказался в сложной жизненной ситуации, имеет право написать заявление на материальную помощь. И при мнении комиссии мы всегда эту помощь окажем. Мы стараемся, чтобы заместители деканов по воспитательной работе знали каждого студента пофамильно и ситуацию в каждой семье. И мне очень приятно бывает, когда возникает вопрос на той же комиссии по материальной помощи по тому или иному студенту, и заместитель декана или декан, даже не задумываясь, начинает рассказывать всю составляющую его жизни этого студента. В этом плане социальную помощь мы оказываем, а также у нас очень хорошая материальная поддержка именно образовательного процесса, потому что по основным направлениям мы платим повышенную стипендию, и раз в полгода эту повышенную стипендию у нас получает 10% всех стипендиантов, и она составляет 7 тысяч рублей на сегодняшний день. По мне, это для студента, как стипендия, очень хорошая сумма. Есть стимул хорошо учиться. Да, и раздается она по 5 направлениям. Первое – это, естественно, учебное направление. Вторая – научно-исследовательская работа. А общественная, культурно-творческая и спортивная. 5 направлений, по которым мы выдаем повышенную стипендию. Это не считая обычную академическую повышенную. То есть это выдает учебная часть, там чуть-чуть по-другому все. То есть не только хорошо учиться, но и участвовать во всевозможных активностях, как научных, так и спортивных. Да, и хотелось бы сразу призвать, наверное, молодежь, чтобы занимались физкультурой, потому что человек, кто имеет, по нашему положению, человек, который имеет золотой значок ГТО, он автоматически, даже, можно сказать, без конкурса, без комиссии, получает повышенную стипендию. Серьезный стимул, я считаю, очень серьезный. Ну и, конечно, этот год значимый для СОГУ, потому что будет отмечаться очень существенная дата, столетия вуза этой осенью. Хотелось бы, чтобы вы немножко ввели нас в курс. Какие планы? Ну, скажем так, что столетие вуза у нас было в прошлом году, но в рамках пандемии, к сожалению, мы не смогли провести торжественные мероприятия, и было принято решение руководством перенести на этот год, посвящать в
Наши мероприятия, к сожалению, я не смогу, потому что хотелось бы сделать сюрприз. Да, надеемся, что если мы выполним все запланированные перед нами задачи, я думаю, и студенты, и сотрудники, и выпускники, и кто когда-то либо был связан с университетом, им будет очень приятно, что данный вуз именно в таком виде сегодня есть. Ну, спасибо большое, Батрас, что пришли, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, наш эфир был полезен и интересен для наших зрителей. Спасибо большое. Это был «Важный вопрос». Всего доброго и до встречи в эфире.